поселке Тикси-3 Булунского района пятые сутки продолжаются ремонтно-восстановительные работы на местном водозаборе. Как сообщают коммунальщики, сегодня можно с уверенностью сказать, что тревога миновала. 2 из 3 котельных уже работают в штатном режиме. В ближайшее время будет восстановлена и нормальная подача воды. Всю информацию на этот час собрал наш корреспондент Виталий Абрамов. Сегодня на подвозе воды для нужд отопления заняты 5 водовозок, в том числе переброшенные по воздуху из Якутска, благодаря чему устранена угроза остановки всех котельных поселка Тикси-3. 2 котельные и аэропорт работают в штатном режиме, обеспечивая теплом 7 жилых домов, а также здания школы и гостиницы. В настоящее время на восстановительных работах в поселке Тикси-3 заняты 59 человек и 20 единиц техники. Идет замена размороженного участка водовода длиной 110 метров. Ситуацию на месте контролирует министр ЖКХ и энергетики республики. Он осмотрел аварийные объекты, а также встретился с жителями поселка. Сегодня уже задача стоит в емкостях повышать для того, чтобы обеспечить стабильную работу котельных. Но хочу сказать, что в самом Тикси, где в основном поселке у нас новая котельная, все работает в режиме. Вот в Тикси-3 мы поставили задачу обеспечить надежную работу котельного хозяйства. И к моменту запуска водовода будем заниматься уже запуском теплоснабжения. Хотел бы отметить, что в работу с населением включился и общественный совет, который создан здесь в прошлом году. Вчера мы с членами общественного совета провели встречу с населением поселка Тикси-3, рассказали о сложившейся ситуации, о планах работы, поговорили с людьми, какие у них проблемы есть. В целом скажу, что встреча прошла конструктивно. Персонал булунских электрических сетей трудится в усиленном режиме. На сегодняшний день осуществляется контроль работы внутридомовых электрических сетей жилых домов поселка Тикси и Тикси-3. Дизельная электростанция полностью подготовлена к возможному повышению нагрузок. Ведется режим работы системы охлаждения дизелей. Периодически пополняются запасы воды в градирнях, также запасы дизельного топлива. По мере необходимости оказывается возможная помощь персоналу ГУП ЖКХ. Острота ситуации в момент аварии заключалась в том, что из-за дефицита воды могли остановиться все 3 котельные поселка Тикси-3. Имеющиеся в районном центре 3 водовозки не успевали пополнять резервные резервуары при котельных. В настоящий момент времени осуществлен подвоз воды силами водовозной техники и продолжаются работы по восстановлению водовода. Кризис преодолен, но теперь встает вопрос о дальнейшей судьбе системы ЖКХ. В правительстве республики рассматриваются разные варианты решения проблемы, и определиться с ним надо будет не позднее весны, когда придет время начинать подготовку к следующему отопительному сезону. Виталий Абрамов, Ольга Григорьева, Алексей Семенов, Дмитрий Сергучев, НВК Саха, Якутск.